Жизнь в селе особенная. Здесь любят тишину, здесь любят трудиться на совесть, здесь охраняют ценности. Абай – пригород, небольшой поселок со своей историей. Я люблю писать про сельских жителей. По мне, они более искренние, не разбалованные вниманием люди труда. Гульсар Синбаева ведет свой очередной урок. Ее жизнь называется «Учитель». В Абайской основной школе есть кабинет имени Гульсар Синбаевой, хорошего педагога, человека, мамы и бабушки. Она учит, воспитывает и всю душу отдает каждому, кто садится за эти парты. Учитель русского и литературы, 41 год, она предана любимой профессии. Вот и кабинет решили назвать в ее честь. Когда-то здесь работала ее мама, дочь. Она же в этих стенах осталась навсегда и, будучи на пенсии, продолжает вести урок длиною в жизнь. Ну, я не скажу, что я в детстве сильно мечтала стать учителем. Я увлекалась историей, и даже, это советское время же было. Я даже училась заочно, как раз у нас такая система была, в Московском архивном институте имени Калинина. И уже прошла, выучилась подготовительный курс, все сдала уже. Там же мы писали письма и так далее. Тогда все делали самостоятельно. Уже имела приглашение на руках, но у меня родители, они сильно боялись за меня и не отпустили. Сказали, будешь только возле нас учиться. Вот. А тут сестра у меня, потому что старшая сестра закончила, это сейчас он называется Казну, по-моему, раньше Каспи назывался имени Абая, была учителем, мама учителем. Ну и куда идти тогда? Пошла в пединститут. Я считаю, что я не прогадала. Все, что делается в жизни, делается правильно. Так и поступила в педагогический институт, окончила с красным дипломом. Первые 5 лет по распределению работала в школе города Рудного. Дальше судьба сложилась очень просто. Вышла замуж, уехала жить в поселок Абай. С тех пор предана любимому селу, родной школе, ведь она строилась на ее глазах, с ее участием. Я, наверное, очень строгий учитель. Они у меня... Я не люблю расхолаженность на уроке. Не люблю, когда они не выполняют то, что надо выполнять. Понимаете? Я еще человек старой советской закалки, поэтому дисциплина на уроке для меня много значит. Но это не значит, что это там, извините, шеф жандармерии там, или держиморда, ты устанавливаешь такие порядки. Надо организовать работу так, чтобы они все заняты были и все выполняли. А для этого нужно учитывать, какой ребенок. Все же дети разные. Для посильнее другое задание, для этого, для слабого другое задание. Вы не поверите, проработав 41 год, я поурочный план пишу чуть ли не 1,5 часа при современных средствах. Понимаете? А вот раньше, когда мы писали, так я вообще ночами сидела, там выводила плакаты, карточки сидели, склеивали, приклеивали, там картиночки, что-то такое. Все для того, чтобы урок был полный, плодотворный. 45 минут урока. Ребенок должен занят, ребенок должен работать. Поэтому я всегда говорю, учеба – это труд. И потому, как я его научу трудиться, завтра он будет точно так же трудиться во взрослой жизни. И тогда у него не будет повода кого-то делать виноватым, расти иждивенцем, вечно быть недовольным. Он должен быть доволен своей жизнью, а для этого нужно приучить его трудиться. В сельской школе сразу чувствуется особый колорит. У каждого ребенка своя история маленькой жизни, а значит, каждому нужен особый подход, и неважно, преуспевает он в учебе или нет. Именно так работает и Гуль Хасеновна, с душой и открытым сердцем. Вы не поверите, но когда заходишь, знаете, тяжело и с родителями, и с учителями, и с начальством, с администрацией, конечно. Тяжело семейные проблемы. Но когда заходишь в класс и видишь детей, вот как будто перерождаешься, вот все забываешь, все. Как хотите, это так и объясняйте. Конечно, удовлетворение, когда даешь урок и понимаешь, что ты хорошо дал урок, что дети знают, что дети поняли это, что они так довольны тем, что посидели на уроке,
дети довольны. И ты понимаешь, что ты не зря пришла, не зря сделала, не зря. Я работала в Артеке, когда училась в институте. Я работала там с апреля по, скажите, ноябрь в 1979 году. И там была такая ключевая фраза. Отдавая кусочек сердца, нас учили так, вожатых, ты становишься больше сердцем. Мне кажется, вот отдавая себя детям, ты становишься больше. Свои дети, чужие дети. Не знаю, я даже не могу сказать, кого я люблю больше. Несмотря на мечту стать историком-архивистом, она никогда не жалела, что пошла по учительской тропе. И даже, наверное, благодарна, что тогда родители не отпустили учиться в другой город. Сегодня она уже не представляет жизнь без детских глаз, диктантов, заданий и сочинений. Она не представляет свою жизнь без школы. Да, это прежде всего призвание. Это надо любить детей, быть честными с ними, быть добрым. Не добреньким, а добрым к нему. Надо понимать все и смотреть. Знаете, я когда смотрю на ребенка, я вижу его, я всегда говорила, я вижу в нем личность. Я всегда говорила, это взрослый человек маленького роста. Вот так, понимаете? У него есть свои желания, свои взгляды, свои принципы. Это надо выслушать, даже на уроке это надо успевать выслушать. И плюс к этому ты ребенка не поймешь, если не будешь знать, в каких условиях он растет. Поэтому в сельской школе где-то мы выгоднее находимся в том плане, что я знаю, какая обстановка в этой семье, почему он не сделал домашнее задание, что он чувствует, например. И это всегда я учитываю, конечно, в работе. Поэтому я могу, например, даже и завысить ему чуть-чуть оценку в качестве поощрения. Вот. Лишь бы только он, как сказать, почувствовал, что он нужен на свете. Раз он родился, значит, он кому-то нужен. Что-то с ним должно быть такое хорошее, чтобы он тоже был таким же счастливым, как я сейчас. Знаете, школа ведь не только учит. Именно школьные годы оставляют в жизни самые яркие воспоминания о первой оценке, о первой победе и поражении, о первой любви и первом друге. И тут действительно много зависит от учителя. Мало быть грамотным специалистом, важно быть еще и хорошим человеком. Вы знаете, много было специалистов грамотных, высококвалифицированных, но которые пришли, вот, отвели 45 минут уроков, там выдали формулы, задания, домашние задания, требует у них все по закону. Вы знаете, это просто урокодатель. Вот. Не всем быть Менделеевыми. Хорошо, если 100 человек один такой вот на сегодня. Там, не 100, не один, пусть там 3, 4, 5 человек найдут признание. Но хлеб красить кому-то тоже надо. За скотиной ухаживать тоже надо. Те же полы надо мыть. Поэтому самое главное быть человеком, конечно. Это надо учить детей. Вот сегодня мы тоже проходили тему, и вот ключевое, они поняли сразу, что надо жить честно. Вот этому я, конечно, учу детей. А честно жить всегда очень трудно, тяжело. Это тернистый путь. Но он зато помогает ребенку быть человеком. Работая учителем, она успевала заниматься воспитанием и своих детей. Гуль-Хасен, их 4. Ее сердце, видимо, такое большое, что любви хватало на всех. Хоть зачастую дети видели только ее спину при проверке тетради, но они понимали, это работа, это призвание. А еще у нее ведь 3 девочки, надежная поддержка и опора. Я сейчас стараюсь компенсировать на внуках. Я все им время уделяю. Я и пишу прописи с ними, и сижу учу уроки, уже и математику, естествознание заново все прохожу. Стараюсь. Зарабатывать на жизнь тоже надо было. Мы их поднимали с мужем в 90-е годы, в нулевые годы, в тяжелые годы. Поэтому сейчас у меня девочки все очень трудолюбивые. И сын тоже. Они все трудятся. Я спокойна, потому что я знаю, что они честные. А это самое главное. Честные, трудолюбивые, порядочные. Со своим мужем Гуль-Хасен прожила 20 лет. Больше не успела. Он, к сожалению, очень рано ушел из жизни. Все тяготы легли на ее плечи. Но, несмотря на проделки судьбы, она всегда шла на урок с улыбкой, ведь ее так ждут дети.
С коллегами мы разговаривали, и мы пришли к такому мнению, что вообще школа не должна быть такую, нести воспитательную функцию. Вот как в том плане, который сейчас нас заставляет, там, пишите планы, воспитательная работа и так далее. Учитель сам своей личностью должен быть воспитателем. И каждый урок должен быть воспитанием, потому что в первую очередь для ребенка, я им всегда говорю, учеба – это труд. И если на уроке он потрудился, если он уходит довольный, если он понимает, что он взял то, зачем пришел, это уже воспитание. Поэтому я отдельно бы это не выделила. Я считаю, что она все должно быть воспитанием. А знание – это то, на чем… А воспитание, смысл какой воспитание? Вырастить ребенка человеком, чтобы он был честным, трудолюбивым. Ну, вот эти вот 12 заповедей, которые там в библейской религии или у нас в Коране, или раньше это были кодексы строителя коммунизма. Ну, в общем, это то, что любой народ сформировал. А знания помогать должны ему стать человеком, понимаете? Поэтому я считаю, что школа, она не просто там какой-то отдельные элементы воспитательные. Вот ты сегодня выучил ее нравственности, завтра выучил доброте. Все должно быть направлено на это. И учитель должен подавать примером, как он относится к уроку, как он относится к ребенку, как он преподает. Ребенок должен видеть, что это труд, и это помогает ему стать человеком в первую очередь. Пусть он будет слабым в знаниях. Неважно. Может быть, ему хватает того, что он имеет. Понимаете? Абайская основная школа всегда была на хорошем счету в Кустанайском районе. И все благодаря таким людям, как Гуль Хасеновна. У нее, конечно же, была возможность уехать в город, устроиться в престижный лицей. Возможность была, а вот мыслей и желания никогда не было. Ведь здесь когда-то работала ее мама, об этом даже есть записи в школьном альманахе. Гуль Хасеновна, я работаю с 86 года. Она очень хороший человек, требовательный. Самое главное, она очень хороший педагог. Учитель русского языка и литературы. Дети очень любят ее. Но у нее прекрасные уроки. Но она по жизни она очень требовательна. Сначала она к себе очень требовательна была, а потом остальным педагогам, потому что она работала у нас заучим. Как приехала сначала учителем русского языка и литературы, а потом ее поставили заучим. Ну, за заслуги, конечно. Я Гуль Хасеновну знаю с 95-го года. Я пришел сюда учителем физкультуры в январе 95-го года. Как раз она была в это время заучим, заведующей учебной частью. Значит, как человек, это очень грамотный такой специалист. Очень многому я у нее научился, можно сказать. Как бы наставник наш. То есть я здесь без отрыва работаю, и вот человек со мной занимался, как бы научил, азам. Ну и как человек, думаю, нормальный, такой специалист. И как хороших, как говорится, отношения были. Строгий, как зауч строгий, да. Это один из примеров, что действительно педагог. Но здесь многие учителя были хорошие, но один из них – это Гуль Хасеновна. Сегодня Гуль Сарсенбаева с пониманием относится к новой учебной программе, дистанционному обучению, с удовольствием применяет на уроках современные приемы. А еще она помнит каждого своего ученика. Они, любимую учительницу русской литературы, тоже не забывают. Изучали мы казахскую литературу, и я преподавала 1 год. И рассказывали, поэзия Жирау, был такой период в казахской литературе, становление государственности шло. И Жирау, Кастуган Жирау, Буха Жирау, Доспамбет Жирау и так далее. И говорю, они были воинами, сначала насколько храбрые такие были, сами участвовали в сражениях, потом это все переосмыслили, изложили на бумагах, дошли до нас их жиры, дошли до них, прожили долгие годы. И ребенок сидит у меня, говорит, они, говорит,
ели экологически чистые продукты, жили на Желяу, сохранили здоровье такое, понимаете. Вы знаете, вот этот нестандартный ребенок, понимаете, нестандартно вот это. Вот мне выдал, сидел троечник троечником, а вот такое нестандартное мышление. Вот. Или, например, ребенок сидит, проходили мы в прошлом году Ромео и Джульетта в другом классе. Он сидел тоже. И у него такие глаза, такое открытие. Ой, да им же по 14 лет, а они уже муж, жена были. Вот открытие для них, это, понимаете, каждый ребенок по-разному все открывает. И это надо видеть, это чувствовать надо, и радоваться этому надо. Видите, один так сказал, другой так сказал. Но осмысление у них идет. А это значит, мы главную задачу сделали. Он учится воспринимать жизнь критически, по-своему. Гуль Сарсенбаева – человек труда, человек своего дела, своей профессии. Сегодня она уверенно может сказать, что счастлива. Ее дети выбрали достойный путь, внуки подрастают, и, я уверена, тоже будут держать честь семьи с такой-то бабушкой. Никогда не жалела. Никогда. Потому что когда призвание совпадает с возможностями и плюс выполняешь то, что тебе нравится, потом чувствуешь, что да, жизнь состоялась. Это самое главное в моем возрасте, в нашем возрасте. Уже когда на пенсию выйдешь, когда уже пора подводить итоги своей работы, то это, конечно, главное. Несмотря на то, что Гуль Хасеновна уже на пенсии, продолжает работать, гордится успехами ребят, учит и продолжает воспитывать в каждом человека. Я просто ходила честно на работу. Это очень тяжело, ходить каждый день на работу, понимать, что надо ходить, надо работать, тяжело бывает, неохота, бывают тоже такие моменты стрессовой ситуации, но идти надо. И вот когда вот это все проживешь, ты понимаешь, что делал все правильно, это, конечно, к удовлетворению приходит, а удовлетворение – это и есть счастье, смысл жизни. Удовлетворение собой, выбранном пути, своей работой, своей судьбой. Конечно, судьба, я бы не хотела бы оставаться одна уже, так получилось. Надо принимать все как есть. Очень важно ощущать счастье в каждом прожитом дне, в каждой улыбке ребенка, в каждом луче яркого солнца. Гуль Сарсенбаева – человек, который может быть примером для многих. Ее почерк очень красивый и грамотный. Она бабушка, мама, она учитель, она маленький человек с большим сердцем.